Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Москве состоялась встреча министра туризма Абхазии Теймура Захишпа с президентом Центра международной торговли в Москве Владимиром Страшко. Вечер памяти добровольца из России полковника Сергея Подпругина прошел в Музее боевой славы в Сухуми. Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Апсар» в селе Ауатхара уже второй год собирает детей и подростков со всех уголков Абхазии. В Москве состоялась встреча министра туризма Абхазии Теймура Захишпа с президентом Центра международной торговли в Москве Владимиром Страшко. Стороны обсудили возможность заключения соглашения о партнерстве. Владимир Страшко также предложил абхазской стороне рассмотреть возможность переговоров с основным акционером Центра руководством ТПП России на предмет дальнейшего развития сотрудничества. Жителям дома по улице Надзадзе в Сухуми выплатили компенсации. Их выселяют из аварийного дома, сообщает пресс-служба столичной администрации. Согласно распоряжению мэра Беслана Эшба, выселение жильцов должно быть организовано до 1 октября текущего года. На переселение жильцов из аварийного дома по улице Надзадзе в прошлом году было направлено 284,6 миллиона рублей. Вечер памяти добровольца из России полковника Сергея Подпругина прошел в Музее боевой славы в Сухуми. Сергей Подпругин прибыл в Абхазию в начале войны. Он совершил 40 боевых вылетов в тыл врага. Вывез из блокадного Ткварчала сотни людей. Военный летчик ушел из жизни 24 августа 2016 года. Большую часть своей жизни он провел в небе. Полковник, командир эскадрильи, военный летчик Сергей Михайлович Подпругин был одним из тех, кто мог отправиться на помощь в любую точку земного шара. Выпускник Саратовского авиационного училища в 70-е годы он прибыл в Афганистан выполнять интернациональный долг. В 1988-м после разрушительного землетрясения в Спитаке выполнял благотворительную миссию. А в 1992 году позвала Абхазия, которая переживала тяжелые кровопролитные времена. На своем вертолете с самого начала войны Сергей Подпругин совершил около 40 боевых вылетов в тыл врага и вывез из блокадного города Восточной Абхазии сотни людей. В декабре 92-го 2 российских вертолета Ми-8 вылетели из Ткварчала на борту с женщинами, стариками и детьми в Гудауту. Командиром одного из экипажей был Сергей Подпругин. Второй экипаж грузинские войска сбили через считанные минуты после взлета в небе над Латой. Он видел, как горит и падает вертолет, на борту которого находились младенцы, школьники, пожилые люди. Когда развернулся, посмотрел, что он уже горел и падал. Вот это я хорошо видел. Я еще потом развернулся, пошел вперед. Я все время запрашивал, но он так уже не отвечал. Вот. И после этого я, когда подошел поближе, посмотрел, пока он до земли не упадет. Такой был удар, я с воздуха видел, что сразу понял, что там никто живых не остался. Он видел и пуск ракеты, и взрыв, и развернулся, это чисто человеческое его помочь. А как ты поможешь? Горящий вертолет падает, и у него полный тоже салон детей, женщин. Он сделал круг над ними и прилетел в Гудауту. И вот эту трагедию он нес всю жизнь. На самом деле, каждый раз, сколько мы не разговаривали, это всегда оставалось. После ладской трагедии российский летчик первого класса Сергей Подпругин принял решение остаться в Абхазии и помогать до конца. Ведь нужно было ответить, отомстить за эту зверскую трагедию. Для него было ясно, на чьей стороне правда. Можно сказать, это мне дало толчок, что я просто себя поклялся, что буду помогать тогда Абхазии до конца. То есть я после этого немножко припрятал вертолет, который остался не сбитый. Сказал россиянам, что он сломался, а в самом деле я на нем уже летал, но уже по военной линии. То есть помогал оружием, боеприпасами туда, возил в Ткварчал обратно. И второй вертолет мы не ожидали, понимаете, никто не ожидал. Это было для нас, честно говоря, такое событие, да. И после этого прекратились полеты. Мы думали, как выжить, там кукурузники летали и так далее. Потом вертолеты мы
нашли. И для меня, знаете как, это было очень, наверное, важное событие, когда Сергей Михайлович вернулся к нам и согласился летать. В то время, но все-таки он боевой офицер, опытный человек, прослуживший афган. Кавалер ордена Леона, бывший заместитель командующего военно-воздушными силами Министерства обороны Абхазии. Смелый и решительно он был спокоен и уверен даже в самых опасных ситуациях, вспоминают коллеги. У Михайловича был характер, вот я честно скажу, в тот момент был, я рассказал, чем страшнее и опаснее, он спокойнее становился, а не наоборот. И был случай, уже не секрет, что по ошибке из-за погоды сели мы к противнику с людьми. Другой как себя повел бы, не знаю, запаниковал бы или как-то. Спокойно, как удав, развернулся, взлетел и говорит, они нас не ждали, ничего не будет. Характер вот у него такой был. Сергей Подпругин служил в Абхазии в тяжелое послевоенное время, совершал десятки вылетов, ведь ситуация в республике была напряженной вплоть до 2008 года. Апсны Сергей Михайлович называл второй родиной. Здесь же он встретил свою супругу Эльвиру. Сергей, правда, очень любил Абхазию, очень. Я иногда ему в шутку говорила, давай уедем. Он говорил, ты что, здесь похоронены мои боевые друзья, здесь моя вторая родина. Здесь просто легче дышится, здесь хорошо. Для него это было, невозможно. Он очень любил своих учеников, очень. Всегда их успехи и неудачи он воспринимал как свои личные. Он так переживал всегда. Там вот очень хвалил Инала. Он такой, ты понимаешь, вот ему что говоришь, он сразу воспринимает. Он так всегда к этому относился. И мне всегда очень нравилось его отношение к своей работе, к своим коллегам, к своим ученикам, потому что я видела, что он горит душой, что ему не все равно. Знаете, когда у человека такой богатый боевой путь, жизненный путь, наверное, ему в какой-то период становится немножко равнодушным. А в нем не было этого равнодушия, он всегда горел, всегда переживал. Человек с большим сердцем, в его доме было всегда тепло и уютно, вспоминают родные, близкие, друзья и коллеги. Бывая в семье Подпругиных, я лично получала большую эмоциональные, такие приятные впечатления, потому что в этом доме царила всегда любовь, уважение друг к другу и забота о своих детях. Замечательный у вас был, конечно, супруг, отец. Мы все будем помнить его, пока мы живы, а когда нас не будет, об этом будет помнить история Абхазии, абхазских военно-воздушных сил. Многие профессиональные военные, выросшие в вооруженных силах Советского Союза, а потом перешедшие в вооруженные силы Российской Федерации, принимали участие в той войне. Многие военнослужащие принимали участие в коллективных силах по поддержанию мира после войны. Вы знаете, что 117 военнослужащих российских вооруженных сил погибли. Для своих учеников Сергей Подпругин был не только командиром, инструктором, но и другом. И каждый полет, за себя могу сказать, каждый полет, какую бы задачу мы ни выполняли, я иногда слышу даже его голос: не делай так, делай по-другому. Для меня был крайний полет, а для него последний полет. Это мы выполняли 8 лет назад, за один день до его смерти. Этот полет, конечно, запомнился. И попрощались мы с ним так тепло. И на следующий день мы должны были полететь по одной задаче в Которское ущелье, в общем. И вот в следующий день его не стало. Для нас была это большая, огромная потеря, конечно. Но с гордостью могу сказать, по такой же методике, которую он нас учил, продолжаем обучать молодое поколение. Мы с гордостью могу сказать, что Сергей Михайлович нами гордился. 4 августа кавалеру ордена Леона Сергею Подпругину исполнилось бы 65 лет. Его не стало 24 августа 2016 года. Свое обещание служить второй родине Абхазии командир эскадрильи полковник выполнил.
Гугуца Вардания, Рамо Камки, Абхазское телевидение. В МВД прошла процедура уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений. Репортажи пресс-службы МВД. В Министерстве внутренних дел прошла процедура уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, хранимых в качестве вещественных доказательств по 166 уголовным производствам. Сегодня проходит процедура уничтожения наркосодержащих препаратов, растений. Это, в принципе, процедура ежегодная. Мы по результатам уже проведенных мероприятий, принятых судебных решений, осуществляется уничтожение ранее изъятых препаратов. Приблизительное количество, скажем так, около 1,5 килограммов метадона, 36 килограммов каннабиса будет уничтожаться, и других различных препаратов. Это, как бы назвал, самый крупный. Данные вещества у нас хранились в ВКЦ с 2021 года по настоящее время. Это почему они до сих пор не уничтожаются, так как по некоторым материалам проводились судебные решения. Согласно пунктам 94-96 инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения. Приказом министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Кют создана комиссия по уничтожению наркотических средств и наркосодержащих растений, хранящихся в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия за период с 2021 по 2024 годы. В состав комиссии под председательством первого заместителя министра генерал-майора милиции Руслана Ажиба включены руководители подразделений Министерства внутренних дел, экспертно-криминалистического центра, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления уголовного розыска и Управления собственной безопасности МВД Абхазии. Для участия в специальной комиссии приглашены депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, представители Генеральной прокуратуры Республики, службы государственной безопасности, Министерства здравоохранения Абхазии, Государственного комитета по экологии и охране природы, Государственного таможенного комитета, службы судебных исполнителей и члены Общественной палаты Республики Абхазия. Членам комиссии были предоставлены сведения о наименовании и количестве, весе, объеме уничтожаемых веществ, а также о таре упаковки, в которой они хранились. Все представленные к уничтожению экземпляры опечатаны и скреплены подписями. Об уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений составлен акт с прилагаемым списком наименований, исследованных в ВКЦ МВД Республики и подлежащих уничтожению по постановлениям судов. Конфискованные или изъятые из незаконного оборота вещества, процесс уничтожения которых не требует специальной технологической обработки, уничтожаются органом, обеспечивающим их хранение путем сжигания. По инициативе председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашиг вышел специальный выпуск газеты «Эхо Абхазии», посвященный памяти ее учредителя и главного редактора Виталия Шария, ушедшего из жизни 14 июля этого года. В номере опубликованы как материалы самого Виталия Шария, так и статьи о нем коллег-журналистов. Союз журналистов Абхазии выражает благодарность Абснемедиа, газете «Республика Абхазия», информагентствам Абснепресс, РТФ, Спутник Абхазия, телекомпании Абаза ТВ и газетной типографии за оказание поддержки в издании специального выпуска газеты «Эхо Абхазии».
Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Апсар», расположенный в высокогорном селе Уатхара, уже второй год собирает на своей площадке детей и подростков со всех уголков Абхазии. В течение недели здесь, среди живописных альпийских лугов и величественных вершин Ритинского реликтового заповедника, у детей есть уникальная возможность приобщиться к природе родного края и узнать больше об ее истории и культуре. По Уатхару направился и наш корреспондент Заур Кварчия, который пообщался с педагогами, воспитателями и, конечно же, участниками лагеря. Воспитание есть усвоение хороших привычек, говорил древнегреческий философ Платон. Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Апсар», расположенный в высокогорном селе Уатхара, уже второй год подряд собирает на своей площадке детей и подростков со всех уголков Абхазии. По словам Нарта Абба, лидера молодежной организации «Апсар» и создателя одноименного лагеря, главной целью проекта является воспитание здорового и защищенного от зачастую пагубного влияния улицы поколения. В течение недели здесь, среди живописных альпийских лугов и величественных вершин Ритинского реликтового заповедника, вдали от родителей, но под чутким присмотром опытных инструкторов и воспитателей, у детей есть уникальная возможность приобщиться к природе родного края и узнать больше об ее истории и культуре. А благодаря программе лагеря по вовлечению детей в спортивно-оздоровительную деятельность, еще и развить интерес к здоровому образу жизни. Программа лагеря очень интересная. То есть здесь у нас помимо пеших маршрутов, это на озеро Мзы, на Джарский водопад и на перевал Ацитук, существует здесь внутри лагеря тоже существует много программ разных. Это стрельба из лука, это программа по спелеологии. Ну, само собой, здесь на территории лагеря присутствуют спортивные площадки, где дети могут играть и в волейбол, и в футбол, и разные соревнования устраивать. То есть интеллектуальные соревнования устраиваются. Дети, каждая смена, которая приезжает, дети снимают такие короткометражные свои фильмы, ролики о пребывании в свой период в лагере. То есть детям интересно, дети не хотят уезжать, то есть наоборот, очень многие просятся остаться на вторую смену. Нарт Абба признается, что реализация идеи была бы невозможна без широкой поддержки правительства страны. В прошлом году мы этот проект презентовали, нас поддержало руководство страны, поддержал парламент, кабинет министров. И вот в прошлом году мы первый палаточный лагерь создали на перевале Пыв. Потом уже лагерь стал более востребованный, родилась идея по расширению. Также в этой идее поддержал нас президент. По инициативе президента Аслана Бжаня лагерю были выделены средства на строительство 10 коттеджных домиков. И начинавший свою деятельность как палаточный, уже со следующего года лагерь будет размещать детей в комфортных домах, построенных с учетом всех особенностей горной местности. Домики сделаны по конструкции такой, что они выдержат примерно каждый столб, да, вот если вы снимете, каждый из них выдерживает по 7,5 тонн нагрузки на себя. Все вместе выдерживает примерно 80 тонн нагрузки. То есть если снег будет 5 метров, это примерно по расчетам нагрузка примерно 60 тонн, она его выдержит тихо, спокойно. То есть с ними ничего не случится. И здесь еще сделаны бетонные сваи, то есть на них держится вся конструкция. Если даже будет лавина, да, спад какой-то, или будет, допустим, сильный дождь, который будет обмывать их, они все равно будут стоять. Реализация даже самого амбициозного проекта невозможна без сплоченной команды единомышленников. По словам работников лагеря, их коллектив уже перерос в настоящую семью, а воспитательную деятельность и работу с детьми они воспринимают не как ремесло, а как вклад в здоровое будущее своей родины. Брать, если идеологию, ради чего мы молодежь, которая хотим развиваться, мы молодежь, которая любим свою культуру, пожалуйста, создавайте побольше подобных лагерей. Наша молодежь, слышащая, понимающая, принимающая. У нас костры каждый вечер, и они направлены не на шаблонную программу, а на разговорные речи. Мы учим детей здесь разговаривать между собой, решать конфликты между собой. Сколько детишек, около 80, мы не запоминаем их фамилии, но по глазам, ориентируясь по ним, мы понимаем, что у нас очень хорошее, здоровое поколение. Шустрые попадаются, но чтобы не было к ним подхода или с ними о чем-то нельзя было договориться или как-то. Кому-то надо как ребенку, кому-то как взрослому. Каждый по-разному развивается же все-таки. Просто нужен подход, нужно как-то подобрать все это, и все будет отлично.
За здоровьем детей следит и всегда готова оказать необходимую первую помощь профессиональный фельдшер, работник МЧС Виктория Макаренко. Сейчас не сказать, что крайне тяжелый кто-то, но в горах бывает подвернуть ногу, там вот такие травмы какие-то. Здесь на месте у кого-то голова болит, кому-то плохо, все бывает. Ко всем ситуациям, естественно, экстренной помощи, первой доврачебной помощи мы всегда готовы. Безусловно, одно из центральных мест в лагере занимает местная кухня. За разнообразное меню и непременно хорошее настроение подопечных лагеря отвечает жительница села Псху, педагог по образованию Елена Кипина. Тетя Елена, так ласково обращаются к ней дети, рассказала о меню и поделилась, что самой большой наградой для нее служит возможность совмещать два любимых дела. Это работа с детьми и приготовление пищи. В добавке тетя Елена никогда не отказывает, а дети такой возможностью пользуются с большим удовольствием. Один раз в неделю у нас абхазская кухня. Мы делаем мамалыгу, делаем фасоль, делаем мясо. А так обычное меню на завтрак у нас омлет, яичница, молочная каша. Бывает, печем блинчики, оладушки. Вот так вот. Потом сладости, конфеты. У нас всегда открытая кухня. Да. Чай, всегда прибегают конфеты, булочки, печенье, все, что есть. Котлеты с пюре, салат оливье очень хорошо любят, крабовый салат любят. За это лето в лагере успели отдохнуть более 400 детей со всей республики. 19 августа лагерь принял заключительный 6-й поток, после чего уйдет на каникулы уже до следующего года. Прием заявок и освещение всех новостей о деятельности лагеря происходит на странице молодежной организации «Апсар» в сети Instagram. О том, как проходит отбор и запись детей, рассказала администратор лагеря Екатерина Миргород. Мы не принимаем заявки заранее, мы не обрабатываем заявки заранее. Мы хотим соблюдать такой справедливый набор в лагерь. И поэтому мы объявляем по средам после обеда, вот у нас в каждую смену был набор, и он осуществлялся за 40 минут. На 5-ю смену набор был за 25 минут. Настолько востребованность лагеря, настолько большой интерес к лагерю. То есть родители, дети ждали той минуты, когда выйдет новость о том, что набор начинается. И вот буквально за 25 минут у нас набор заканчивался, формировался. Дальше у нас была обработка анкет. Мы очень серьезно подходим к набору детей. То есть родители обязательно заполняют анкету, которую рассматривает руководство, администрация, врач МЧС Виктория. То есть мы подходим очень серьезно к набору детей, связываемся с родителями, если у нас есть дополнительные вопросы, и уже зачисляем детей в лагерь. Дальше идет информационное сопровождение о времени заезда, о времени выезда. То есть мы постоянно на связи с родителями. Пешие и конные маршруты, спортивные игры и соревнования, вечерние посиделки у костра с песнями, танцами, разговорами и лекциями о культуре поведения в обществе и в горах, о правильной коммуникации со сверстниками и с людьми старшего возраста. Безусловно, все это не может не оставить в сердцах детей своего отпечатка. И многие из подростков признаются, что с удовольствием готовы возвращаться сюда вновь и вновь. В лагере я побывала в этом году в первый раз. Но мне настолько понравилось, что я даже осталась на 2-ю смену. С самого первого дня нам прививали любовь к своей родине. Нам рассказывали про нашу культуру, проводили интересные занятия, приглашали специалистов. В последний день мы провожали друг друга, оставляли свои номера и даже некоторые чаты создали, чтобы общаться и опять-таки здесь встретиться. Мне очень нравится в горах, и горы нравятся. Я очень хочу сюда вернуться в следующем году. Мое первое впечатление суперское. Первая ночь в палатке прошла не очень хорошо, потому что мы сначала не разобрались, как работают спальные мешки. И чем меньше ты одеваешься, тем теплее в нем будет, а не наоборот. Вот. Но этой ночью все было хорошо, и всем было тепло, и никто не жаловался. Я хотела сказать, что абсолютно неважно, где твоя историческая родина. Абсолютно неважно, где ты родился, где ты прописан по документам. Главное то, что ты чувствуешь себя в душе. Я себя в душе чувствую здесь. Я родилась в России, но Абхазия — это как мой второй дом. Я сюда приезжаю 2 раза в год, очень часто. Мне здесь очень нравится, здесь много очень красивых видов, очень много разных эмоций для меня. И самое мое любимое место — это, наверное, горы. Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты, писал французский писатель Виктор Гюго.
И подобные проекты, движимые мечтами о лучшем будущем и надеждой на подрастающее поколение, обязательно оставят свой след в строительстве здорового общества и крепкого государства. Заур Кварча, Камила Джопу, Абхазское телевидение. 26 августа в Абхазии будут отмечать День международного признания независимости республики. В 10 часов утра состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме. В 11 часов возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба в селе Нижняя Эшера. В 12:30 возложение цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Чгарда. В 5 часов вечера на стадионе «Динамо» в Сухуме начнется концерт известного российского рэпера Басты, посвященный 16-летию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. А в 9 часов на площади имени Сергея Багапш праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Завершатся мероприятие в честь Дня признания независимости Абхазии праздничным салютом в 22:00. С 9 по 14 сентября в Абхазии состоится 10-й международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде, сообщает пресс-служба Минкульта. В государственном концертном зале Пицунского храма выступят известные музыканты из различных стран мира. В их числе Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Екатерина Мельникова, Валерия Анфиногенова, Наталья Гольфарб, Маргарита Эськина. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу 23 августа ожидается облачность, также кратковременные локальные осадки с грозой. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.